Ребята, всем привет! Пересек реку, проехал уже полпути. Недавно ездил на рыбалочку, ребят, кто смотрел, поймал бонуса на 8 килограмм щуку. Серьезный трофей. Прям, ну, для этих мест, для наших, ребят, это серьезный трофей, потому что, ну, на 8 килограмм на жерлицу это хороший бонус, хороший. После рыбалки, ребят, я оставил жерлицы в ночь и уехал. Вот сегодня еду за жерлицами. Прошла ночь без присмотра. Ну, по следам вижу, что никто не заезжал, а время уже обеденное. Светового дня осталось пару часиков, нужно успевать. Я думаю, успею. Вот. Ну, 3 часа еще есть в запасе сумерками, так что надо успевать, ребята. Похолодало, вчера было -5, сегодня уже -11, а к ночи будет еще холодать. А в воскресенье, ребят, сегодня пятница, будет 26 минус, 26-28 мороза. Вот, соответственно, по-любому жерлицы нужно снимать. Еду налегке, ребята, а в кофре там сумка для жерлиц, плюс-минус там саночки, короче, ну, термосок, в общем, еду налегке. И ветрено, на озере, наверное, будет задувать, ну, как-нибудь, быстро-быстро, до темна надо успеть. Так что давайте, ребят, не будем терять время, поехали, полетели. Еду без перчаток, ребята. В прошлом сезоне поставил вот такие муфты вот эти. Включаю подогрев. Пара, в принципе, не нужна. И там такое тепло, такой кайф. Даже приходится выключать местами, потому что сильно нагревается. Вообще по кайфу. Не зря поставил, не жалею. Буранка немножко подстыла. Если вчера еще было мягенько, а то сегодня она уже твердая. Особо не разгонишься. Снега и так не так уж и много еще. Полетели. Так, друзья, ну что, добрался я до озера. Воды, блин, море. Хапанул там. Не знаю, ну вроде повылетало все.
Блин, сейчас морозы, все это застынет. Ну там по болоту идешь, там вот так, прыг-скок, там захочешь, отобьется все на обратном пути. Ветрено, ребят. Ну, есть на что посмотреть. Не пустые, так скажем. Сработки есть. Интересно. Интересно. В тех местах, где вообще не планировал. Короче, сейчас покажу, ребят. Все подряд, ребята, бахнуло. И причем там жерлица следующая, которая идет. Где она там? Не вижу. Вот. Валяется флажочек. То бишь там тоже задер. Потом просто. Вот на эту, кстати, вчера мы отловились отлично. Этот ряд, ребята, почти пустой, но есть две сработки. А вот одна. Вчера мы на эту поймали 2,5. И еще вот флажок, ребята, я ушел на глубину. Есть. Смотрю, ребят, пусто. Один флаг. Одна сработка есть, все остальное пустое. Ветер страшный, ребята, очень страшный ветер. Выше, ребята, руки стынут. Еще воду не трогал. Надо по-быстрому сделать и свалить отсюда. Так, пешню пока не беру. Я думаю, не сильно должно промерзнуть. Сейчас проверим сразу с этой, с крайней. Вода, водичка. О, воды, ребят, сколько давануло. Ну, сейчас мороз. Сейчас мороз. Все это встанет. О, вообще огонь, ребятки. А я, говорит, а ты, говорит, боялся. Даже юбка не помялась. Живец, естественно, мертвый. Ну, воронью тоже. Кстати, посмотрим. Вчера там вылил всего живца. Приходил кто-то, лиса или, не знаю, там вороны прилетали. Но уже было сумеречно. Сумочки я высушил. Так, это не то. Где-то то. Так, поехали. В общем, того у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сработок, ребята. Сейчас посмотрим, какой будет результат. Ну, не замерзло, вообще огонь. К выходным встанет, и лед здесь будет уже порядком 25 сантиметров. Снежочек животворящий делает красиво. Вот без снега бы, ребят, были бы жесткие проблемы. Не понял, что так распущено сильно было. Или глубина такая, не помню. Сорова еще живая. Так, тут поводок на замену. Сегодня взял полотенце, не забыл. Потому что, ребят, рукам будет капздец. Тут поводок на замену. Ну, это дома займусь, ребята. Вот этот хвост я убираю нафиг. Это после щуки. Когда щука повисела ночь, допустим, то поводок страдает вот так. Ну, в общем, так потихоньку, ребята, и пойду. Че, печней долбить не надо. Собирай по тихой грусти, и все. Так, ребят, первая сработка. Дошел до первой сработки. Леска есть. Ну, чуть-чуть осталось. Я специально приехал чуть-чуть попозже, ребят. А, здесь, походу, перехлест. Из-за этого. Приехал чуть-чуть попозже, чтобы как бы дождаться утреннего выхода. Не ехать с утра. К сожалению, ребят, никого нету. Первая холостая. Первая холостая. Ну, вымотала вон хорошо.
Вымотала хорошо. По живцу непонятно, скорее всего мелочь. Скорее всего мелочь. Вот сегодня вороням будет праздник. Поводок на замену. Вот такие дела. Так, потом 3 подряд не сработавшиеся. И в глубину ушел, вот есть загар. Поглядим. Приходится вставать спиной, ребят, потому что, ну, вы меня вообще не услышите. А, вот это жесть. Офигеть, сейчас бы стоять здесь рыбачить. Не съел никто не приходил. Все замерзло. Ну, листьев следов я особо здесь не видел. Вот, только там по полям мышкуют. Вот. А ворон, что-то не знаю. Не увидел, что ли. Сороки-то здесь вон летали вчера. Ничего, не пропадет. Песка, ребят. Вчера здесь щука попалась вечером. Я его насадил. Отклемался, бродяга. Повезло тебе, друг мой. Давай, иди. Иди. Иди, двигайся. Смотри, не попадись там. Ну, выезжал. Правда, переехать пришлось ему с речки на озеро. Ну, я думаю, нормально здесь условия. Здесь песок тоже есть. Он пески любит. Может и поживет и здесь. Офигеть, Петь. Так, друзья, ставим ставки. Ставим вставочки. Полная вымотка. Полная вымотка. Здесь вот еще леска у меня. Надо ее менять. Есть, ребята. Есть щука. Щучка нормальная. Больше килограмма даже. Пошла на меня. Вот такая щучка. Тихо, тихо, мать. Ну, килушка железно-бетонная. Килушка железно-бетонная. Красавица черная. Вон крючок, видите где, ребят? Там. Вот на такую сорожину хапнула. Блин. Придется операцию делать. Как ни крути. Как и ни крути, операцию придется делать. Зевник доставать. Вот тут такая сумочка у меня здесь. Поводки, крючки, грузила. Всякое, короче, барахло. Но без него никуда тоже. Так, вроде хорошо открыла рот. И закрыла обратно. Вот на такую сорожину килограмм, ребята. Щуки. Никогда не надо бояться живца. Как минимум. Все. Готово. Что-то кровит вообще, офигеть. Давление, что ли? Жестко кровит. По жабрам вроде не попало. В пищеводе был живец. А кровит. Так. Далеко не буду убирать. Это мало ли еще пригодится. Так, ладно, пускай подстывает пока. Наверное. Или что, ее возьмем на этот. На багорик. Так потащим. Не хочу морать сани. Все в крови будет. Так, у меня... Оп, оп, оп. Есть. Есть контакт. Ну все, ребятки, что? Одну взяли. Кто-то спрашивал, как-то вкус озерная щука. Пахнет, не пахнет. Вообще, ребята, ничем не пахнет. Никаким запахом нету. Не отличается от речной.
Вкусная, очень вкусная щука. Сочная. Не знаю. Тем более вот такие вот килограмм, полтора, это самая вкусная рыба. Вот. Вот такая сорожка, ребят. Смотрите. Не маленькая, да? А ничего, попалась. На тройник, скорее всего, бы, ребят, так бы не получилось. Мне кажется. Что-то тут все подзамерзло уже. А, еще и живая, ребят. Смотрите. Ну, нормально. Так, что тут поводок? Тут еще послужит, в принципе. Так, собрал комплектик. Здесь у меня 9 штук. Тонаровские, ребят. Вот, обязательно считаю флажки, чтобы нигде не потерять. Флажки тоже переделаны. Покупали, получается, ткань. И самоотражайки клеили клеящим пистолетом. Флажки чуть больше, чем стандартные, потому что заводские вообще фуфло какое-то делают. Маленькие, ни хрена не видно. Разваливаются, отклеиваются. Сразу, если, ребят, покупаете, переделываете. Сразу, моментально, я вам говорю. Вот. То, что нравится, вот этот плюс, они очень маленькие. Место занимает вон такая сумочка всего лишь. Куда-то в поход, пеший, допустим, пойти. Ну, отлично вообще. Так, ну все. Теперь эти остались дособрать. Так, середку почистил. И вот у нас край, ребята, весь сейчас горит. Я надеюсь, что что-то тут снимем. Но это не точно. Вот, пожалуйста. Первая. Ну, холостая. Холостая, ребята. Сороку крупную, которая была на крючках, она еще живая. Котам надо отвезти. Котов деревенских много у соседей. Надо подкармливать тоже. О, она даже живая, ребята. Фига себе. Может и самострел даже вот этот. Отошли в водоеме. А то в кане-то они вообще еле-еле. Короче, такие дела. 4 флажочка, ребята. Делаем вставки. У меня там бубенчики приделаны. Звенит, ребята. Знаете, такой сразу. Сейчас иду, ближе подхожу, слышу звон такой. И этот сразу к лету, знаете, такое. Ну, фидер, что-то такое. Ух, вот это ветер, блин, ё-моё. Задувает. Ну, циклон идет, морозы. Все, давайте. 4 желицы, ребята. 3 щуки надо снять. Так, первая. Первая. Вижу леску. Плохи дела. Плохи дела, ребят. Плохи дела. Холостая. Мелкая щука, походу. Походу мелкая щука. Зараза. О. Блин, ты что, живет, что ли, ожил или что? Самострел, походу. Ну, походу, да, ребят, что? Походу, самострел. Блин, очухались, что ли? Ну, сорога здоровая. Вчера они что-то у меня все начали помирать, кто смотрел ролик. А тут прям очухались в озере. Кислород есть, значит, все нормально, живые. Ну ладно. По ряду следующая, ребята. А здесь вроде с леской все в порядке. Лески нету. Сейчас спиной встану, ребят. Да, полная вытяжка. Вытяжка, говорю, вымотка, натяжечка. Опа. Будем поглядеть. Что-то вроде тянет как будто. Опа.
Есть, ребята. Оп. И куда-то завела. Ё-моё. О, пошла вроде. Ребята, щука-то не, походу, не хорошая. Щучка хорошая. Тихо, тихо, тихо. Тихо, мать. Щука-то нормальная, ребят. Щука-то достойная, ё-моё. Ну такая, 2 с половкой. Отличная щучка. Ребята. Отличная красотка. Вон какие бронзовые они. Ну 2,5 где-то, да. Блин, огонь. Такая приятная. Сразу укол сделаем ей, чтобы не шутила. Что там? Требуется операция, да? Нормальная щука, ребят. О, это живет, что ли, мой там здоровый такой. Живцы-то вообще мощные были. Приберемся сразу чуть-чуть. Ладно, давай операцию сделаем. Да, все там, ребята. Все конкретно там. Как-то надо через жаберку зайти. Блин, вообще там. Просто там. Где там крючочек-то? О, получилось. Ну, поводку хана. Ребятки, огонь. Я считаю, что огонек. Вообще супер. Но 2,5 точно есть. Щукамба. Отлично. Не зря оставил. Уже не зря оставил, ребят. Уже нормально. Уже как минимум бензин отбил 100%. Пускай лежит, промораживается. Ветер холодный. Немножко снежком ее надо положить отсюда на лед, чтобы мерзло. Так, ну что, 2 штучки. Это радует. Это радует. Опа, полная, друзья, полная вымотка. Следующая по ряду. Так. Сразу приберемся. Это, кстати, опасно. Когда-то оставлял, что-то тут тоже складывал жерлиц. Как потащило, чуть не утащило, короче. Че, пробуем. Опа, есть. На меня пошла мелкая, ребят. Не большенькая. Ну как не большенькая, килограмм. Такая же. Черная килограммовая щучка. А? Красота, красота. Опа. Походу недалеко здесь. Крючок. Но надо угомонить. Иначе рукам хана. Прилетел комментарий такой из Германии. Андрюха говорит, у нас на рыбалку сначала надо покупать дубинки, иначе будет штраф. Представляете, ребят? Ну что ты там? Захлопнула калитку и не хочет открывать. Опа. Нет, все там. Все, ребята, там. Опа. Давай на проморозку. Давай на проморозочку.
Четко. Четко, ребят. Третья. Ну, 900 грамм. Килограммчика не будет, наверное. 900 плюс-минус. Ну, около того. Так, ладно. Сматываю. И у нас еще одна, ребят, валяется флажок. Картина приятная. Картина, ребят, приятная. Флажки только вылетают. Жерлицы старые уже. Сколько этим жерлицам уже. Ну что, четвертую берем. И завтра в школу не пойдем. Опа, есть. Такая же, ребят. Не большенькая. Нормально. Больше килограмма. Шла что-то как-то спокойно. Кило 200. Нормальная щука, ребят. Хорошая. Красотка. О, четкая, ребят. Ну, отлично. Вот, надо ее успокоить. Иначе начнет тут шурудить. Операция. Блин, без зевника вообще никуда. Тоже через жаберики зайду сейчас. Аккуратненько. Блин, все там. Как-то так, ребят. Рыбалка она такая. Опа. Четко. 4, ребята, съедобных. 2,5. Это полторашка, наверное, даже. Это даже полторашечка. Блин, без мента я не взял. Ну, плюс-минус, да. Полторашка, да, есть в ней. Может, кило 400, так, грубо. Все, огонь. 4 штучки не зря оставлял. Нормальный результат. Сейчас тут осталось 3 штуки собрать. И все. Ну вот, ребят, все, закончил проверку. Нормальный результат. Ну, сорогу эту я котам. Ну, вот это килл, да, они вот почти одинаковые. Это вот полторашка, около 2, наверное. Это вот 2-300, так что-то такое. Нормально, не зря съездил, ребят. Не зря оставлял. Хороший результат. Я считаю, клево не было. Нормально пойдет. Поехали, ребята, куда-нибудь заедем, чай попьем. Блин, тут ветер такой. Невозможно сидеть просто. Чуть-чуть промерзли вроде. Уже нормально. Уже хорошо. О, коты будут довольны. Коты будут довольны. Ну его нафиг. Такой ветер тут пронзающий. Руки аж жгет. Поедем лучше куда-нибудь в лес, чай попьем.
Вот, ребята, красавчики. О, пошел. Пошел. Испугались. Поперли. Вот такие вот, ребят, хитрые. А там еще вдали сидят. Далеко. Вон 2 штуки еще. А эти ближайшие слетели. Красавцы. Так, в этом бардаке найти бы термосок. Мы его нашли. И очень хорошо. Остановился в палисаднике здесь такой, ребят. Ну и ветер, блин. Косачи сидят, красавцы. Ну, радует, что есть птица, ребята. Как бы здесь, у себя недалеко. Что она есть, что она попадается, я ее вижу местами. Ну, на технике, конечно, гоняешь. Ну, большой маршрут проходишь. Пешочком походи, попробуй добыть. Чаечек, ребята, бомбезно. Ну все, отстрелялся, что, домой. Завтра морозы. С завтрашнего дня выходные морозы. Ну а потом погода вроде как, ребят, налаживается. Попрем куда-нибудь. Прилетают комментарии. Опять что за техника, Андрюх? Ребят, это FLR 600. Он у меня уже 4-й сезон. Боевая лошадка. Цены нет. Вообще огонь. Да, жалко, что сняли с производства его. Сейчас у ребят будет новая техника. Тоже 600, но, короче, поменяли немного чего. Вот. А так, в принципе, я доволен. Вообще, аппарат для моих целей вообще что нужно. Есть все. Задний ход, большой кофр. 600-я гусянка, ребят, для пухляка, ну просто милое дело. Тем более он легкий. Плюс на модуле я топчу дорогу. Блин, ну круто, все круто. 20-й двигатель, ребята. Расход минимальный. В принципе, можно починить на коленках. Ну а так что, свет, подогрев в ручек, блин. Ну все круто, круто. Не знаю. В прошлом году сделал небольшой капремонт такой по подвеске. Поменял пружины, там кое-что. В общем, техника заряжена. Единственное, что, наверное, сейчас еще поменяю масло. Вот. Хотя я менял его весной. Плюс-минус. Но я, в общем, ребят, в сезон меняю 2 раза масло. Потому что хожу много. И на этом экономить, мне кажется, не стоит. Вот. И сегодня в этом сезоне сейчас потеплеет немножко, я тоже поменяю масло. Если хотите, ребят, кому будет интересно, ставьте плюсик. Могу тоже снять ролик. Ну, в принципе, ничего сложного нету. Так, в целом, просто небольшие нюансики, моменты и так далее. Вот. Такие видео тоже должны быть, как минимум. Потому что технику эксплуатируешь, я эксплуатирую жестко. Не то, что жестко, я очень аккуратно езжу, ну, как бы стараюсь не долбить. Ну, в плане выработки у меня очень много, конечно, по километражу за сезон. В этом году, конечно, все это задержалось, застоялось. На месяц, в принципе, можно было даже раньше выезжать. Ну, я говорю, если был бы снег. Вот. А так, вот пыляю. Ну, грубо говоря, что вот за 2 дня, считай, 70 километров маханул. Ну, плюс по деревне, плюс туда-сюда. Вот 2 дня, 70 километров. Я считаю, что это немало расстояние для мотобуксировщика, нежели кто-то вот ездит, допустим, деревенский там раз в неделю. Вот такие дела. Так что как-то так, ребята. Ну что, зима, ребят, сезон в самом разгаре. Впереди много чего интересного, так что подписывайтесь на канал, ребята, обязательно. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Не забывайте за телеграм-канал, ссылка в описании. Там мы живем на близкой руке. Постоянно, каждый день что-то новенькое, фотографии, коротенькие видосики.
Яндекс.Дзен, ребята, у кого все плохо с Ютубом, Яндекс.Дзен, там все в первую очередь. Вот. Ну и вообще, как бы так. Как-то оно так, ребята. Так что давайте, все, связь. Всем пока.